приехали с Узбекистана. Ага, с какого города? Я с Ташкента, я резчик по дереву. И мой товарищ с Ферганы, с Риштана. Он по гончарным работам, вот, керамист. Ну, вот, мы, соответственно, привезли с собой изделия из резьбы по дереву, из дерева, вот, и вот эти гончарные изделия, керамику. Ну, вот у нас вот национальные узоры, национальные свои восточные. Я еще с юности, наверное, 30 лет уже. Ничего себе. А вы у нас первый раз? Первый раз. Казани. Я в первый раз в Казани. А вы уже успели по городу прогуляться? Вчера немного прогулялись по Кремлю. вам По Кремлю. ощущения? Очень красиво. Очень красиво. Мы представляем фабрику художественного ткачества Алексеевский район, поселок Алексеевск, городского типа. Ну, делаем мы рисунок, нажимаем вторую, третью подножку, рисунок, закрываем полотном с правой стороны. Эти станки очень-очень старые, как бы древние, им больше 90 лет. Так что у нас и фабрика существует больше 90 лет. У нас вот на фабрике она станки... Работает? Да, она до сих пор работает. У нас вот на фабрике стоят очень-очень большие станки. То есть ширина полотна 1,40 м. Ага. Длину уже... Потом продаете? Да, мы ткем ткань, скатерти ткем. Если ткем ткань, из ткани шьют изделия. Вот. А скатерти также наборами продают. Скатерти с салфетками. Ткань мережка называется. Мы представили здесь изделия именно народные татарские. Они сделаны из пластика при помощи 3D принтеров. Мы их выпускаем с 2013 года. Их используют активно уже в Башкирии, но вот в этом году мы зашли, можно сказать, на казанский рынок. И теперь занимаемся изготовлением украшений здесь для казанских ансамблей, коллективов. Вообще, пока этой культуры нет, мы ее создаем. Огромный пласт, все-таки народно-художественные промыслы и традиционные наши художественные индустрии – это в первую очередь места, где это производится. И их уникальность, она в первую очередь связана с уникальностью мест, где они родились и где бытуют. Меня зовут Айгуль, и я представляю изделия ручной работы из Средней Азии. То есть у нас представлены изделия разных мастеров из города Ташкент, из Бухары. Также у нас изделия туркменского мастера имеются. И все они из натуральных тканей, большинство из которых ручного производства, с ручной тамбурной вышивкой. То есть вот, например, мюли – это один из полюбившихся нашим покупателям изделий. Они как раз изготовлены из натуральной кожи, натурального бархата, который украшен ручной вышивкой. В целом вот и наволочки, вот посмотрите. То есть это прямо произведение искусства, я могу сказать. Для иностранца экзотика, для нас абсолютно родное, свое. И если этого будет больше вокруг нас, а я, например, являюсь очень ярой сторонницей того, чтобы эти художественные решения появлялись в городском пространстве, чтобы таким образом обживались территории, да, чтобы вот это было и в праздничном оформлении городов, и в оформлении детских площадок, стадионов, школ, там, автобусных остановок, зон отдыха, всего. У меня представлены изделия из дерева и смолы. То на стеклышко похожая застывшая смола, а основа дерева. Также изделия из смолы и внутри настоящие цветочки. Пенза. Пенза. Вы у нас первый раз? Первый раз, да, мы первый раз в Казани, надеемся, что приедем еще раз. Меня зовут Максим, я из Пензы. В Казань первый раз, своя мастерская, да, с братом, 3 года. Начиналось как хобби и немножко переросло в что-то серьезное уже. Как вам у нас в Казани, аудитория? Ну, понравилось. Не первый раз ездим все-таки.